поисках сокровища. На часах 3. 3 часа ночи. Дома тихо. Виталик слышит только один звук. Звук часов на кухне. Это раздражает. Он выключает их. Так лучше. Можно подумать. Он закрывает глаза. Завтра важный день. Почему ты не спишь? Он оглядывается. Его жена проснулась. Она в халате. Халат грязный. Ее волосы грязные, но она такая красивая. Завтра он улетит. Он спрашивает себя: «Я вернусь? Я увижу тебя снова». «Тебе рано вставать завтра», — говорит Лена. «Неважно, я не усну. Хочешь, я останусь с тобой?» «Нет-нет, дети завтра дома. Отдохни». «Хорошо, разбуди меня утром. Я провожу тебя». Виталик снова один. Он принял решение. Он уверен, оно правильное. Он включил часы. Уже 4 часа утра. Виталик не уснет сегодня. Так лучше. Виталик открыл журнал. Старый журнал. Книги и журналы в 23 веке только в музеях. Этот журнал подарил ему прадедушка. Конец света век назад. Какие были варианты? Виталик улыбнулся. Это была грустная улыбка. «Ну, давайте, удивите меня», — сказал он вслух. Зомби-апокалипсис, инопланетяне, атомная война, вирус, монстры. Ошибка, ребята. Виталик снова улыбнулся. Снова грустно. Конец света близко. Не будет зомби-апокалипсиса. Не будет инопланетян. Не будет атомной войны. Не будет вируса. Не будет монстров. Это началось 5 лет назад. Великое открытие. Великое открытие великого ученого. Мир был счастлив. Много людей – одна тема для разговора. Африканский ученый изобрел вещество. Волшебное вещество. Можно взять любой металл и превратить его в золото. Абиг Дереба стал героем. Героем своей маленькой страны. Вскоре Африка стала одной страной. Самая богатая страна в мире. Золото не принесло счастья. Золото принесло горе, принесло войны. Многие хотели украсть вещество. Многие хотели запретить его. Богатые люди становились богаче. Бедные люди становились беднее. Но это была не самая большая проблема. Люди увлеклись золотом. Люди увлеклись деньгами. Поэтому они поздно заметили проблему. Вещество превращало любой металл в золото и давало новое вещество. Очень опасное вещество. Оно убивало все. Ученые поздно заметили это. Вещество выбрасывали в море. Как всегда, море большое, океан большой, океан бесконечный. Он принял наш пластик, он принял наш мусор, он принял нашу нефть. Он примет это вещество тоже. Ошибка. Вода стала грязной. Вода стала ядовитой. Озера, реки, моря, океаны. 90% воды умерло. Навсегда. Ученые искали решение. Они хотели очистить воду. Бесполезно. Новое вещество было бессмертным. Почти вся вода стала бесполезной. Пить ее опасно. Мыть посуду опасно. Стирать одежду опасно. Чистая вода стала новой валютой. Хотя чистой воды не было, только относительно чистая. Абиг Дереба нашел решение. Временное решение. Он делал относительно чистую воду. Эта вода стала новым золотом. Новой валютой. Самой дорогой валютой. Но она была грязной. Все равно грязной. Люди болели, люди умирали. Вещество убило промышленность. Вещество убило экономику. Вещество убило планету. Космос – последнее решение. Марс, Луна, Сатурн. Люди были там. До вещества. Люди были на всех планетах.
на всех планетах Солнечной системы. Они нашли металлы, драгоценные камни и новые вещества, но не воду. 5 лет назад это было неважно. Сегодня это важно. Люди отправляли дронов. Они летали в другие галактики, на другие планеты. Вскоре все дроны сломались. Строить новые у людей не было ресурсов. Тогда в космос полетели космические корабли с людьми. Многие корабли не вернулись. Некоторые вернулись без хороших новостей. Большая планета, только 3 корабля. Да, осталось только 3 корабля. Последний шанс человечества. Был еще один корабль для тех, кто полетит жить на новую планету. Завтра Виталик полетит искать воду. Он не космонавт. Не осталось профессиональных космонавтов. Было одно условие. Относительно здоровый человек. Не было здоровых людей. Космический корабль – сложная вещь. Виталик инженер. Ему дали инструкции. Он изучил корабль. Он готов. Зачем он летит? Да, он хочет спасти планету. Но это не главное. Семьи космонавтов получат воду. Относительно чистую воду. На год. Целый год с водой. Но это не все. Если они найдут воду, его семья улетит на новую планету. Виталик снова посмотрел на часы. Пора. Он зашел в спальню. Она грязная. Сейчас все грязное. Это не важно. Завтра его жена и 3 детей получат воду. Лена просила разбудить ее. Нет, он не разбудит. Зачем? Лена будет плакать. Он поцеловал жену и детей. Поцеловал крестик на своей груди. Крестик деревянный. Виталик ненавидит золото. Их было 3. Они летели полгода. Немного для другой галактики. Десятки планет, ни капли воды. «Виталик, Сергей», — сказал однажды капитан, — «у меня вопрос. У нас мало топлива. У нас 2 варианта. Вернуться домой или лететь на еще одну планету. Только одну». Они молчали. Долго. Вернуться домой, увидеть семью. Жизнь с ними — счастье для Виталика. Но долгая жизнь — нет, это точно. Они живы. Он знал это. У них была связь. «Нет смысла», — сказал Виталик. «Летим на еще одну планету». Сергей и капитан согласились. Еще полгода. Полгода до пустой планеты или полгода до планеты с водой. Полгода до жизни или полгода до смерти. Они найдут воду. Они останутся на этой планете и будут ждать корабль. Они не найдут воду. Они останутся на этой планете и умрут. Виталик не сказал Лене. Он скажет. Потом. Они приземлились. Они вышли из корабля. Они поняли все сразу. Виталику было 40 лет. Он плакал, как ребенок. Он упал на землю и плакал. Капитан отправил сообщение на землю. Воды нет, только золото. Много золота. Повсюду. Есть новости с других кораблей.